Время без 20:12. Немножко ветер, солнце. Сейчас покажу, расскажу, что я сделал. Ну, триммером косой, именно вот этим я работу закончил. Везде скосил, за домом, за баней, за амбаром, вон, там возле сосны. Везде, кругом я прошелся. Сейчас я поменяю, поставлю леску туда, барабан с леской. И уже пройдусь вот вдоль этих построек, возле дома. Бля, знаете, вот такие вот ящерицы, наверное, штук 2 или 3 возле дома, не знаю. Прям. Один вроде под косу попал. Второй, самый крупный, по бревне там бежал, там несколько раз уже видел. Потом под избу залез. Сейчас это надо скосить, чтобы издалека, если увижу, надо, мне противно. Он с размером до 20 сантиметров, ящерицы такие. Я не знаю, как называются они правильно. Лёггаг мы так называем. Вот на солнце они греются. Можно увидеть. Неприятно. Вот здесь тоже все скосил. Тыры-пыры. УАЗик в тени стоит. Вот там, что возможно. Все. Я, в общем, больше мне не надо. Это уже, конечно, жалко, что вот это вся луга зарастает лесом. Так и должно быть, что поделаешь. Так, смотрите, моя лодка уже, я не знаю, 4-й цвет лодки у меня. Черный, сама лодка. Потом я каждый год мажу вот тут. Вот. Где вот жестянка и доски, там щелина получается. И снутри вон там покрасил. Вот видите, вон там щели. Еще дополнительно надо подкрасить. Да и краска закончилась, у меня остатки бирюзового были. А там оранжевая тоже чуток осталось. Не буду уже его тратить. Пока хватит. Еще вот зеленый вон там еще помажу. Тут у меня и белая, и желто-коричневая. Вот, видите. Каждый год я крашу. В прошлом году этой лодкой, наверное, и не пользовался вообще. Сейчас тоже подготовил, может быть, вот все прошелся и щелин нету. И это будет задерживать, чтобы вода не заходила. Можно смолой пройтись, а я так каждый год краской. Вот, сейчас еще вторую лодку переверну. Но она уже все начинает гнить. А эта лодка уже постарела. Но эта лодка очень много меня кормила рыбой. С ним я рыбачил очень достаточно, если так сказать. Очень много. Но сейчас уже она уже капец. Так. В заречье там можно еще переходить. Вот уже, вот видите, доски в каком состоянии. Вот это все в труху превращается. Я и говорю, наверное, все-таки придется мне эту лодку утилизировать. Но рыбалка с ним, никогда не забуду. Лодка с размером самое то, на 2 человека. И окуней ловили, и щук, сколько я наловил там. Сети ставил и всякие разные ловушки. Да, Палами? Вот. Сейчас коса немножко подостынет еще. И уже пройдусь вот леской еще. Постригу тут. И, в принципе, будем ждать, когда вот это все высохнет. А высохнуть очень быстро сохнет трава. Просто очень быстро. Вот. Все хорошо. Потихоньку. Сенокос идет. Маленько подкинул дрова там. Костер еще не угасал. Надо, наверное, дрова привезти. Здесь немножко потратил. За зиму тут
Ну вот вровень было, наверное, 2 ряда. А вот сейчас в таком количестве. Как бы я зимой топил, и сейчас вот тоже. Ну, может, кто-то приходил, но ни разу никогда ничего не оставляют, не записывают. И я не могу сказать, что вот кто-то тут был или нету, там не был. Так что только остается догадываться. Беседка выдержала напор снега. В принципе, все здорово. Лаги очень много там. Ну, каждый примерно 60 сантиметров у меня лаги. Вот здесь 4 доски даже поставил. Не хватило вот таких брусков. Потом 4, даже и 2 штуки хватило бы. Что-то побоялся, что прогнется. Да нет, нормально все. Вот. Ладно, здесь тоже балдеет. В общем, занимаюсь потихоньку своими делами. Сейчас дальше буду работать. Вроде травы до хрена. Вот так на поле посмотришь, смотрите, сколько травы. А скосишь, она высохнет, и травы не остается, ребят. Честное слово. Вот лезвием так скосил. И видно там, ну, не идеально, как асфальт стало, а вот видно там полоски. Да, вон там низине, там много травы, вон там. Там длинная, высокая трава там. Высокая трава. Всегда этот стог, вот сколько там, 5 стогов, наверное, на поле было. Вот здесь один стоял, потом там, здесь 3, 4, так, 4, 4, получается, вон там стоял, 4 стога больших. Вот этот луг самый больше травы давало. Там за этим лесом, там еще луг был. Блять, так все заросло. Ужас. Стена леса. Вот тут стог стоял. Пипец. Да. Вон там, короче, самая хорошая трава. Это не значит, что, вот, скажем, если высокая трава, она в объеме, количестве много, она вот молоко тоже дает, корова дает молоко в зависимости от травы. Вот какая-то трава, она вот ест корова и больше дает. Лучше ест сама корова вот эту траву. А здесь вот бывает много травы, скажем, высокой, длинной, и легко там заготовить. Но вот корове это уже, ну как и, знаете, вот просто хлеб ешь или же хлеб с маслом, то же самое. Им нравится, вот, что вкуснее и больше дает молока. Ну, здесь стог хороший. И поле такое, вот самое быстро сохнущее, вот поля вот здесь и там было. Сейчас стена леса, вот, к сожалению. А там, блин, там лес, опушка леса и много солнца. Как сказать, солнце, ну, за деревьями, и дольше сохло все. Я имею в виду трава. Дождливые дни, вот все время надо переворачивать. Капец. Комаров вообще нету. В избушку там залетают, я раптор включаю, моментально их ну, они умирают от раптора. Я раптор называю, но я не знаю, что за пластинка, какое название. В общем, пластину в огонь придумано. Тулан умирает от жары. Тула, жарко тебе? Сходит к реке, там воду выпьет и слюны текут. Радиатор закипает. Ну, в общем, вот в таком виде у меня лодка. Ну, надо уже борта все покрасить. Я вот жду, может, еще отойдет краска и уже антисептиком помазать или привезти нормальную банку там полностью, чтобы покрасить эмалью. Внутренней стороне хорошо, а с наружной стороны, да, наверное, все-таки надо краску привезти и покрасить. Снаружи отходит краска. Но в то же время, знаете, вот без краски думаешь, блин, лодка быстро там сгниет. Да ничего с ним не случится.
под краской влага дольше держится, если под краску попадет, он дольше не сохнет. А скажем вот так вот, когда обычная доска, он влагу возьмет и быстро высыхает. Но следить тоже надо, конечно. Хотя бы с наружной стороны покрасить, а внутренне... Да внутренняя, снутри там все нормально. В принципе, доска как новая. Вот здесь хорошо помазал, четко все получилось. Здесь точно вода не пойдет. Вон там щелина осталась. Микрощелины. Ну, когда лодка, как сказать, пол-лета или больше половины лета там на берегу, он сохнет на солнце, и как ни крути, он заходит вода потом. Так что почаще надо на рыбалку ездить, наверное. Вот Улан нашел место в тени. Солнце, смотрите, как быстро поворачивает. Вот приехал сейчас 12 часов, а там было, ну вот, и сейчас уже вот повернуло, уже в тень уходит вон туда. Такие делишки. Так, котелок сейчас надо еще помыть. Сейчас уже тщательно буду мыть котелок. Сейчас капитально. Сперва сполоснул, сейчас уже с кипятком уже буду мыть. И, как сказать, чтобы котелок чистый был. Вот здесь все сжигаю в хлам. Муравьи уже тут заселились, блин. Вон они. Видите? Сыро там и под гнилыми досками. Сейчас ящер вот здесь побежал уже. Я слышал, как он побежал тут. Не крупные, но, блядь, до такой степени они противные. Того и бойся, чтобы не залезли на тебя. Фу. Я как бы отдыхаю, ребят, и с вами общаюсь, поговорю. Знаете одну историю? Я уже рассказывал насчет этого, ну, мистические истории, там спрашивают люди тоже. Но это не мистика, а из жизни сейчас один момент расскажу. Вот про эти ящерицы, вот такие длины, они противные, хвост длинный. Там. Ну, настоящие вот ящерица есть. Так вот, быстро бегают они. Вот, у нас в Коме они, змеев нету пока, но вот эти ящерицы, они есть, были и есть. И также вот, представьте, вот сенокос, бабушка там какая-то и молодая женщина, беременная женщина. Нет, обманываю, не беременная, а просто вот женщина или девушка. И вот она спала открытым ртом, и эта ящерица залезла ему в рот, а бабушка это увидела она. И чтобы эту женщину, девушку не испугать, она затопила баню, вот как у нас черная баня, вон там, черная баня. Вот, затопила черную баню, и вообще черную баню затопила, она как бы без печь, без трубы, без ничего, через дверь вот это все выходит. Я на второй избе вам показывал не раз эту черную баню, когда топил. И когда время пришло подкинуть дрова, когда мало дрова, дым рассеивается, мало дыма. И девушка зашла, короче, подкинула дрова, и бабушка закрыла дверь бани. И от этого дыма, вот эта девушка пошла у него блевота, в общем, все вырвало у него, ну, рвота началась. И с этой рвотой у него вот эта ящерица вылезла, понимаете? Представляете, что это такое? Вот. Это мне дед рассказывал, не знаю, это не выдуманная история, но вот из жизни он рассказывал много чего там. И вот это все. И говорит, ящерица была беременна, вроде она ящерица была беременна, как бы она зашла там внутрь человека. Вот такие моменты истории. Не знаю, вот это в Коме у нас происходило, или же откуда он это мог знать.
Это давно-давно, это рассказывали мне, до 90-х еще. Вот. Кое-что помню, вот там перерассказываю. Ну все, ребят, я сейчас поменяю вот эту леску и дальше работать. Немножко уже вот эти остатки сладкие буду, чтобы покрасивее стало все. Это выкашу. Лодка пусть сохнет. Может вечером еще я спущу эту лодку там на другой берег. Там причалку, наверное, еще надо снять. Тулан доедает супчик. Ему понравилось. Полностью съел. Да, эту лодку утилизирую все-таки. Вот эту причалку, наверное. Ой, тоже убитая уже веревка. Хотя железку, наверное, отсюда дерну. И на ту лодку прикреплю. Тоже тут уже красил как много. Пробоины. Но она крепкая еще. Вот этот конец в хлам стала. Вот так все гниет. Вот смотрите, что получилось. Там внизу постоянно у меня открыто. Сегодня ночью пленкой там закрою, чтобы комары не залетали туда. Ох, они в любую щель заходят. Так что закроем пленкой. Тут тоже все классно, ребята. Все. В общем, самое основное я закончил. Основное это я зависим от бензокосы. Скажем, если вручную такое поле, мне это на целый день с утра до вечера. Ну, тяжелый труд косить. А бензокосой, ну, очень быстро получается. Так что триммер в помощь нам. Живьем современно. Поставил чайник, надеюсь, загорит. Да, дым пошел, сейчас разгорится. Чай попить. И куда-нибудь, наверное, схожу. Бересту там посмотрю. Запас бересты вообще нету. Немножко наберу. Вот. Сейчас зайду в избушку. Немножко надо подостыть. Даже к реке там тропинку все скосил. Все обошел. Чистота, порядок. Дверь открытым пока оставлю. Пускай проветривается. Ой, так как крыша течет, и чтобы ничего не сгнило. Ну вот тут такая вот тропинка.
А то с ведром иду, блин, все ведро там заходит, трава. Ну и может быть даже и клещ где-то сидит, кто его знает. Я не думал, что у нас клещи есть, а они есть. Это он пример был у меня. Я в телеграм-канале там показывал клеща, который вытащил я из тулана. На лбу у тулана сидел там. Тулан где-то поймал клеща. На весенней охоте, не охоте, а на весеннем походе. Когда на вторую избу ездили. Я думаю, там мы поймали его. Вот. Ну все, отдыхаем. Надо отдыхать. Спешить некуда. Самое основное я сделал. Сейчас в тени тут буду балдеть. Лежать. Дождусь, пока чай закипит. Короче, решили прогуляться. Вот это да. Что-то в этом году перебор, все красиво. Эта зелень меня просто удивляет. Красота. Здесь все тоже заросло. Вот эти березы придется мне сейчас срубить. Даже вот на машине, на снегоходе, где езжу, все зарастает на глазах. Иван-чай вовсю цветет. Вот, пожалуйста. Красиво. Так, вот эти кустики сейчас порублю тут. Срублю-то есть. Не просто все ну, зарастает, даже и тропинки не остается. Такие места попадаются. И даже возле избы там. Я не знаю, кто тут. Медведь, кто еще. Черемуха. В принципе, наверху есть ягода. Внизу мало, но вон там есть. Компот сварить. Тречка. Ух, язи хорошо тут ловилась раньше. Вот тут под язик ловились. С бабушкой. Я не знаю, как-то странно, но бабушка очень хорошо ловила рыбу. Ей прям рыба хорошо шла. Вон там верхоплавки плавают. Не видно, конечно, вам. То я все вижу тут. А камера это уже не передаст. Верхоплавок много. Все изменилось. Тут коряг много было. Пошли туда. И, между прочим, вот тут. Вот берег ушел. Вот здесь. Прям вот тут. Квартальный столб был. Где-то вот так идет. Но он вот так как-то. Или вот так. Или но он вот так как-то идет. Вот. Через наш луг. Здесь квартальный столб стоял. Потом ушел с берегом. Так вот. Ну, там немножко срубил вот эти березы. Сейчас хороший просвет стал. Это совсем уже заросло. С прошлым годом сравнить. Даже ветки срубил тут. Вот видно как. Хоть изба стала видна. Вот так все это выглядит. Просто у меня здесь основная дорога. Тут я к избушке. Я выезжать уже здесь буду. Я там заехал. А выезжать вот тут буду. Вот. Это ветки сухие. И не достать срубить. В общем, надо как-то на УАЗике встать, чтобы с борта вот эти ветки еще срубить. Вон. Провисли тут. Тяжелые ветки. А в человеческий рост просто. Ну надо. Я не знаю. Не достаю. А на УАЗике тендом вот зацепляю. Вот за этот сучок, если зацепишься, можно порвать тенда. Сухие они. Сухие дрова. Как сказать, сучья. Или русло немножко изменилось. Или воды еще чуть-чуть. Ну, не полностью еще летний уровень. Потому что вон там очень много течет вода. В прошлом году вообще остров очень большой был.
Раньше, хотя этого острова вообще тут не было. Как-то вот все меняется. Может, в будущем году вообще смоет, не будет острова. Там гальки, там с камушками. Каждый останавливается сюда, чтобы проверить, хариус поймать. Интересное место. Дальше, наверное, не пойду. Сюда еще речку посмотрю, гляну. И обратно пойдем. Фу. Интересно, через 100 лет, где эта река будет. Потому что грубо говоря, за 20-30 лет вот шириной где-то метров 10 берег уже ушел в воду. Ну, этот поворот идет направо. Здесь дорога была, вот, остатки дороги осталось. А там уже совсем нету. Да, вода еще есть в запасе. Тут тоже до хрена этих верхоплавки плавают. Язей вообще тут нету. За всю жизнь тут ни одного язя я не ловил. Хоть донка кидал не раз, и так рыбачили. Ни хрена. Любил я на лодке сюда. Заплывал тут. Ну, в общем, доплывал, вот здесь останавливался и приманкой рыбачить. Этот поворот так себе. Но щуку я поймал зимой здесь. Должны помнить. Здесь одна сорвалась, а там на повороте одну штуку поймал. Да. 60 сантиметров, наверное, было. Вот. Хорошо, ветер. Ладно, пойду обратно. Прогулялся. Andor ten podje.
Kenapa ikan? Rar. Ah. Wah. Wah. Berat kan?